Друзья, совсем недавно на совещании, кстати, Ради Хабиров поднимал тему того, что необходимо лучше следить за тем, какое состояние у домашних животных. Вот в эту тему как раз-таки пришли и наши гости. Традиционно каждую среду ветеринарные врачи Башкирского государственного аграрного университета у нас уже в гостях. И сегодня мы будем говорить о бешенстве, о таком заболевании, которое, кстати, очень опасно для человека. По каким признакам можно понять? Можно ли вообще понять, что? Ой, ну, изначально, конечно, понять нельзя. Вот животное, только вот понять уже, когда тебя покусали, да, и сказать, пойти в травмпункт, сказать, у меня там собака, кошка, да, там, или там дикое животное какое-то покусало, да, и уже потом по животному можно при вскрытии, да, определить. Вот так только. Но можно определить это, когда обильное слюнотечение, один из признаков бешенства. И животные становятся очень ласковыми и идут к человеку, особенно дикие животные. Главное, если вас покусали, надо сразу идти в травмпункт и сказать, что вас покусало животное. Знаете, это Нет. такое вирусное заболевание, которое поддается лечению очень тяжело. И большинство проходит от 3 до 20 дней с летальным исходом. То есть не успевают предпринять какие-либо меры, когда уже будет поздно. То есть это уже заболевание будет поражена весь центральный головной мозг и центральная нервная система.